У гэтым годзе ў Шклоўскую цэнтральную раённую бальніцу на першапрацоўнае месца па размеркаванні прыйшлі 7 маладых спецыялістаў. Пра тых, хто абраў у сваім жыцці самую гуманную і нялёгкую прафесію, наш наступны сюжэт. Анастасія Сташэўская, 19 гадоў. Цэнтральная раённая бальніца – яе першае працоўнае месца. Дзяўчына выбрала сабе адну з самых запатрабаваных профессий в сфере медицины – профессию фармацевта. У меня мама работает в больнице младшей медсестрой, ну и как-то я была немного склонна к медицине все-таки. И доставались больше предметы, все-таки легче были, которые, допустим, с медициной связаны, те самые биология и химия. И как-то на врача я не особо хотела, то есть врач, мне казалось, это не мое немного. Медсестра тоже как-то особо нет. Ну и я начала рассматривать такую профессию, как фармацевт. У меня тетя работала в свое время тоже в аптеке, и поэтому немного эти рассказы все-таки на меня начали влиять. Я как-то начала читать про эту специальность, про эту работу, с чем она связана, и все-таки подумала, что, возможно, я хочу себя в этом попробовать. Дзяўчына поступила ў Магілёўскі медыцынскі каледж, а пасля яго заканчэння атрымала размеркаванне ў Шклоў. Сама Анастасія родам з Гродзенскай вобласці, аднак па словах дзяўчыны яна ніколькі не хвалюецца, што працуе далёка ад дома, бо тут яе цёпла сустрэлі калектыў и начальство. Коллектив хороший, все очень отзывчивые такие, помогают всегда. Можно к любому просто обратиться за помощью, всегда помогут, ни в чем не отказывают. Анастасія працуе фармацэўтам у бальнічнай аптэцы, дзе адказвае за закупку і забеспячэнне устаноў аховы здароўя ўсяго раёна медыцынскімі прэпаратамі, а таксама вядзе улік іх выкарыстання. Работа мне, в принципе, нравится, и здесь, в ней есть свои особенности, и это дает понимание того, что фармацевт может работать не только на кассе, но и более с бумажной работой, как, допустим, я на данный момент. Дасягнуць поспеху ў прафесіі дапамагаюць старэйшыя калегі. Менавіта яны становяцца той апорай і падтрымкай, якая так патрэбна маладому спецыялісту. Анастасия очень хороший специалист, отзывчивый, очень все быстро схватывает, можно сказать, на лету, потому что мы ее очень поддерживаем, много информации даем, все постепенно. Могу сказать, что все у нее получится и сложится. Пополнился и персонал терапевтичного отделения районной больницы. Анастасия Капаева уже месяц як працуе тут постовой медсестрой. У медицину дзяўчына пришла по любви. И это прикметно нават по тым, як специалист распавядае про свою працу. Мне очень нравится моя работа. Я работаю постовой медсестрой. В мои обязанности входит выполнение назначения врача. Я выполняю внутримышечные инъекции, подкожные, внутривенные. Также делаю ЭКГ, ингаляции делаю. И то, что назначит врач. До своей працы дзяўчына ставится отказно. Лічыць, что самое важное в профессии медсестры – это наладить зносины с пациентами. Все пациенты очень разные, каждому нужно найти свой подход. Медсестра должна быть немножко психологом, доброй, сочувствовать пациентам. С ними нужно общаться на понятном языке, чтобы было комфортное общение и эффективное лечение. Как молодой специалист, Анастасия Павловна справляется в полной мере. Она выполняет назначение врача, старается. К пациентам она очень доброжелательна, выслушивает все их просьбы. Это все сопровождается сочувствием. Как молодой специалист она нам очень нравится. И наш коллектив терапевтического отделения очень доволен нашим молодым специалистам. Наперадзе у Анастасии 2 гады адпрацоўкі. Ці застанецца малады спецыяліст працаваць у нашым раёне або з'едзе ў родны Магілёў, пакажа час. А пакуль дзяўчына задаволеная тым, як яе прынялі ў нашым горадзе. Молодому специалисту очень хорошие условия в Шклове. Мне очень нравится коллектив, руководство центральной больницы. Мне предоставляют общежитие в Шклове, поэтому меня все устраивает. У гэтым годзе 7 маладых спецыялістаў папоўнілі шэрагі медыкаў нашага раёна. 2 медсёстры, хірург, педыятр, анестэзіёлог, тэрапеўт, фармацэўт. Менавіта дзякуючы іх працы шклаўчане змогуць не хвалявацца за сваё здароўе, ведаючы, што яно ў надзейных руках.